24-квартирный дом был построен по госзаказу компании-застройщика в рекордно короткие сроки. Его представитель уверяет, что и за 8 месяцев можно возвести надежное и качественное жилое здание. К тому же оно оснащено индивидуальным тепловым пунктом. Здесь полностью занималась теплоналадка, и она нам сдала этот дом с ИТП. Здесь все, в этом ИТП находится и подогрев воды, и холодной воды, чтобы на 3-й этаж хватало воды, как здесь в Серборе везде проблема. И надеемся, что это ИТП будет работать. Готовность дома к заселению уже проверили все необходимые надзорные органы, а также глава поселка и общественный совет. Члены комиссии одобрили новые просторные квартиры с улучшенной планировкой. Впечатления, конечно, сложились замечательные. Есть небольшие недоделки, которые строители согласились устранить. Это первое. Второе. Планировки квартир очень хорошие. Трехкомнатные, большие комнаты жилые. Сделан ремонт отличный, я считаю. А еще не так давно жители другой новостройки били тревогу. Неработающая вентиляция, частичное отопление и перебои с водой. И это только часть проблем, с которыми им пришлось столкнуться. В этот раз новый застройщик учел все недоработки коллег. Хотя застройщик другой, они разные фирмы, так? Но зная, какие у нас были проблемы с тем домом, конечно, он это учел. И он сделал, вот ИТП поставил в этом доме, так что... То есть по дому 14.2, о чем мы говорили с вами, что там были проблемы с отоплением, здесь таких проблем не будет. Будущие жители дома надеются, что их не постигнет участь соседей. Ведь зима за окном набирает обороты. И пройдет ли новостройка испытания на прочность, покажет только время. Программа переселения из ветхого жилья имеет и обратную сторону. У людей попросту нет гарантии, что новые дома не принесут еще больших неудобств, чем было раньше. А тем временем количество аварийного жилищного фонда продолжает расти. Леонид Иванов, Анастасия Иванова, Виктор Ехнич, Вести, Нерюнгринский район.